Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем исследование исчезнувших деревень. Сегодня у нас 15 июня. Мы приехали в Шарканский район. Я нахожусь перед зданием администрации Шарканского района. И нам здесь покажут исчезнувшие деревни некоторые. Ну а Шарканский район знаменит тем, что здесь проводится фестиваль, международный фестиваль финно-угорских культур. Бык-бык называется. Это знаменитый Шаркан трикотаж. Ну и Максим Валежанин тоже здесь тренировался в свое время. То есть Шаркан и Шарканский район известен именно этими своими знатными людьми и производством. Дорогие друзья, мы с вами приехали в село Шаркан. Исследования исчезнувших деревень по гранту Русского географического общества продолжаются. И вот я вам представлю Ольгу Федоровну, начальник активного отдела Шарканского района. Ольга Федоровна, вы кого нам представите из краеведов, которые нам будут показывать ваши исчезнувшие деревни? Вам в вашей работе будут помогать Кондратьев Иван Григорьевич, краевед, автор книги, учитель географии с очень ясной головой и хорошей памятью. И Елена Николаевна Кожевникова, методист районной центральной библиотеки. Как раз она тоже занимается в направлении деятельности сбором информации по исчезнувшим деревням. Какая вот первая деревня, Иван Григорьевич? Если по кругу по солнцу пойти Кабачок, Значит, 14 сюда. поехали в Кабачок. Мы приехали на место, где располагалась деревня Кабак или Кабачок по-другому. Об этой деревне нам расскажет Елена Николаевна и Иван Григорьевич добавит. Елена Николаевна, расскажите, что знаете об этой деревне? Кабачок — это была небольшая деревня. Она находится недалеко от Шаркана, примерно в 3 километрах. По переписи Царапульского уезда написано, что починок Кабак, либо Князев, расположен при речке Кабак в 108 верстах от уездного города, то есть от Царапула, и, соответственно, в 3 верстах от волостного правления, то есть Шаркана. Вот, заселен починок государственными, бывшими государственными крестьянами, русскими православного вероисповедания. Сюда они переселились в 1882 году из Мукинской волости Слободского уезда. Да, на самом деле здесь жили в основном русские. И после того, как деревня была упразднена, многие переехали в Шаркан и в город Воткинск. Деревня, видимо, маленькая была, да? Да, деревня была небольшой. Вот многие сюда шарканские жители приезжали, собирали черемуху, веники из многих воспоминаний шарканцев. То есть, так как она близко находилась, вот, сюда люди приезжали. Окрестности тоже надо снять, на видео сказать. Ну вот, ладно. В 1890 году в этой деревне было 12 хозяйств, проживало 86 человек. В основном русские. Ну, спасибо. Почему деревня Кабак называется? Кабачок, потом Князево, наверное, фамилии Князевы были первых переселенцев. А Кабак? Может быть. У нас в районе 2 деревни Кабак есть. Есть топонимы Кабак. Это или имя человека, либо, как называют, Кабак, праздник в честь Рождества, рождения детей. Ну, может быть, да. Интересная версия. Будем думать. Ну, русские называют Кабачок. Вот. Да. Удмурты Кабак. Да. Ну, вот тут почти кругом удмурты. Ну, спасибо большое, что потом соединить. Землю кто Собин обрабатывает? Да, тут Собин. Фермер, да? Кабак. Мы снова приехали около Шаркана, исчезнувшую деревню. На месте стоим исчезнувшей деревни, которая называлась Галичево. Елена Николаевна, что тут об этой деревне нам известно? Ну, эта деревня тоже была не очень большой.
Была всего одна улица. Чем примечательна эта деревня? Очень выгодное расположение было у этой деревни. С севера был крутой большой склон, который укрывал от северных ветров, а с юга были как бы хорошие земли. И что еще примечательно, здесь было очень много родников, которые вот били ключи из-под этого склона. Самый известный родник был Каменный Ключ. По мощности был он очень большим родником. И, соответственно, вот на месте ручейка здесь вот мы видим очень много прудов даже образовано. Так, от деревни остались, если вот посмотреть в округе, много черемухи растет, рябины, березы и другие кустарники. Иван Григорьевич, вы что добавите? Так. Деревня, видимо, образована в конце 19 века, вот в конце, ну или в середине где-то. Обычно деревни образовались, русские переселились сюда во второй половине 19 века. Большинство деревень таких, особенно из Вятской губернии. На конец 19 века Галичево было почти наполовину удмуртов, наполовину русских. 15 домов было русских, 17 домов было хозяйств удмуртских. Всего населения 170 человек. Ну, деревня имеет очень такое положение. Но происхождение названия в удмуртском языке или у древних удмуртов было, собственно, на Галеч. Имеется в районе очень много таких топонимов со словом Галеч. То Галеч Ульча, то Галеч Выр, то Галеч Гусы и так далее и тому подобное. Что-то Галеч обозначает. Наверное, кто-то, наверное, из первых переселенцев носил такое имя Галеч. Деревня списана, значит, сказали, куда переехали, да, в основном, наверное, Шаркан. Деревня была списана 12 июля 1983 года. Деревня еще известна тем, что здесь родился, вырос один из видных удмуртских деятелей просвещения Федотов. Он был долгое время директором Ижевского педтехникума. В конце 20-х, 30-х годов называли еще одну из групп Шарканская, потому что большинство студентов были уроженцами Шарканского района. И вот вышли видные такие деятели из этой группы, как Григорий Иванович Титов, его же однокурсник Павел Николаевич Никитин был представителем правительства Удмуртской республики, секретарем обкома партии. Дальше, по-моему, Варшев тоже автор, филолог тоже был его учеником. Мария Филипповна Маркова, заслуженная учительница. Дальше Ларионов Василий Еремеевич, тоже награжден за труд медалью. Это те, в основном, люди, которые родились в конце 10-х, ну, перед 1910 годом, 1907-1908 годы. Мой Бутолин учился там, Андрей. Спасибо, Иван Григорьевич. Ну, как уже сказали, что очень выгодное положение, недалеко от 4 километров, но тут еще через Галичево проходила дорога на другие деревни. Это на Бадьярово, на Борчино дорога проходила. Да. Мы приехали на живописное место в Шарканском районе, очень интересное, посещаемое туристами. Справа находится известная Кар-гора, ее видно, да. А вот перед нами тут с левой стороны отдельные черемухи, отдельные деревья стоят. Это место, где стояла деревня с интересным названием Кьон-Липето. А что такое Кьон-Липето? Как она тут образовалась, когда исчезла, нам расскажут Елена Николаевна и Иван Григорьевич. Кто начнет? Елена Николаевна? Ну, я начну. В 1887 году у подножья Кар-горы заселились первые жители.
На этом месте был дремучий лес. В нем водилось много волков. Предполагают, что крышей для волков служила Кар-гора. Возможно, это и послужило названием деревни Кион-Липето, что в переводе означает крыша волков. Да? Правильно, Иван Григорьевич? Кион-Липето. Кион, волк, Липето с крышей, да? С крышей. Ну, дословно перевести, если вот получается так. По переписи в то время проживало 22 семьи, 147 жителей. Близлежащие деревни это Пислегово, Мукабан, Шанер недалеко находится. Так, деревня была небольшой, и она располагалась на 3 улицах. Деревня была огорожена, улицы чистые, ухоженные, зеленые, тоже из воспоминаний местных жителей. В 30-е годы был образован колхоз имени Крупской. Была здесь своя мельница, локомобиль для сельскохозяйственных нужд и выработки электричества в полевых условиях. Но еще хочется отметить, что в этой деревне была своя начальная школа. Более 40 ребятишек учились здесь, ну вот в советский период, да? А в среднюю школу уже посещали Кыквинскую школу. Но судьба неперспективных деревень и досталась этой деревушке. 27 февраля 1987 года деревня была снята с административного учета. Вот эти записи у нас есть в книге «Исчезнувших деревень». Иван Григорьевич, что добавит? Так, по переписи уже конца 19 века здесь проживали чисто удмурты. Было 22 двора с населением 147 человек. Угу. Вот такой маленький, значит, была школа. Какие-то известные люди, выходцы есть здесь из этой в деревни? современное время для Шарканского вышли спортсмены знаменитые, Ботаноговы. А Максим Валикжанин не отсюда случайно? Нет, он ворчинский. Ворчинский. Корни ворчинские. Да. И брат у них, у Ботаноговых, Максимов, является тренером, по-моему, заслуженным тренером в Удмуртии, может, и СССР, тренирует инвалидов, паралимпийцев. Понятно. Ну вот, тоже, по-моему, тренировал Леконцева, по-моему, еще кого-то. Ну, жили здесь люди с фамилиями Протопоповы, Меньшиковы, так, Ботаноговы, да, Карепановы. И что удивительно, вот когда собирали материал, выяснилось, что многие ходили работать даже в Шаркан, на ткацкую фабрику. Женщины ходили работать на ткацкую Пешком, фабрику. наверное, ходили. Пешком, да, в районную больницу. Это 6 лет, наверное. Мы снова приехали на новое место. Тоже красивые ландшафты кругом. Настоящая удмуртская Швейцария, как говорят географы. Угоры, косогоры. И вот в таком красивом месте располагалась деревня с поэтическим названием Бадьяр-Выр. Что это означает? Название такое нам расскажет Иван Григорьевич и Елена Николаевна. Бадьяр-Выр в переводе означает Бадьяр – это клен остролистый вон, а выр выр – это холм. клены на холме, можно так сказать. Но деревня по размерам небольшая была, маленькая деревня, основана она в 1888 году. И проживало в этой деревне 88 жителей, было 14 дворов, из них один двор, где проживала русская семья. То есть в основном жители были удмурты. Было всего две деревни. Две улицы. На одной улице Тупал за ручьем размещалась эта улица. Жили в основном небогатые жители. Вот мы за рекой находимся сейчас. Да, за рекой.
А на другой, где росли клены, жили более обеспеченные жители. Вот из воспоминаний жителей этой деревни. И когда примерно исчезла эта деревня? Есть такие В данные? 30-е годы прошлого столетия здесь была ферма, содержали коров. Дети в школу ходили в соседнюю деревню Билеп, которая находилась приблизительно где-то в 2 километрах. Так ведь, Иван Григорьевич? На 3 километра? В начальную школу Малый Билип ходили, Да. а 8-летку Большой Билип. Мгм. Там километров 5 отсюда. Вот, а когда ее... Деревня, Писали. значит, исключена с учета 3 июня 1976 года. Ну, даже написано, что тут многие жители расплачивали. Значит, вот разлагали нет. Вот мы снова на новом месте. Это интересное и красивое место. Рядом речка протекает. А вдоль этой речки недалеко, видимо, располагалась деревня с интересным названием Республика. А местное население, видимо, называло его Бакинский хутор. Почему так, нам расскажет Иван Григорьевич. Пожалуйста, Иван Григорьевич. Ну, по решению правительства Столыпина в начале 19 века крестьяне стали отделяться из деревни, уходить в хутора, либо в отруба. Вот, значит, крестьянин оставался в деревне, землю отводили ему от общей земли, от общих наделов отдельно. Но тут хутора, тут в километрах 2 находится деревня Бакина, старинная деревня. И вот жители 4 хозяйства сюда переехали вот на этот наш, облюбовали, видимо, место. В то время на то деревни Шонер не было еще, значит, там пустырь был. Вот они облюбовали это место. И потом, видимо, переселились еще несколько семей из других мест. Вот когда я ездил вот по лугам мы зимой на лошадях, вот все встречается насыпь наподобие старой плотины. Вот я первый раз спросил, когда, что за насыпь такая там наподобие плотины. Сказали, это плотина мельницы Чужеговского Федора. Пипио Федорлен Буко Дергу Света. А Чужего находится далеко от человека. Видимо, облюбовал это место Федор Чужеговский и построил здесь мельницу. Мельницу пользовались жители вот Кучерова и соседних деревень, наверное, потому что поток воды здесь больше, чем выше. Домов я не знаю, сколько было, но вот где-то уже в 60-е годы деревни не стало. Домов не стало. Но почему-то потом назвали официально республикой. Починок республика. Не хутора, не починок, это хутор назывался. Не починок, не деревня, а хутор. Земли очень плодородные, значит, на этих местах между этими лугами. Раньше колхозажно здесь разбили сад, яблоневый, фруктовый, но почему-то раскочевали этот сад. Замерз, наверное, в 1977 году. А? Замерз, наверное. Не знаю почему. Зимы бывают суровые, Кстати, это был замерзает. такой хозяйственный век, не знаю. Но сейчас, говорят, еще яблони растут некоторые